Добрый день, уважаемые коллеги. Коми Республиканский институт развития образования приветствует всех на своей площадке. И сегодня мы проводим первое в этом году семинар-совещание для участников проекта 500+. А сегодня мы рассмотрим вопросы, связанные с идеологией и дорожной картой проекта в Республике Коми в 2022 году. Уважаемые коллеги, сегодня с нами присутствует Галина Владимировна Китайгородская, ректор Коми Республиканского института развития образования, и с нами в студии Юлия Анатольевна Савина, начальник отдела развития общего образования и воспитания Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми. Именно Юлии Анатольевне мы предоставим первое слово. Она раскроет нам вопросы идеологии проекта адресной помощи школам с низкими образовательными результатами, обучающихся 500+. Спасибо, Марина Анатольевна. Добрый день, уважаемые участники сегодняшнего вебинара. Итак, начался у нас очень активно 2022 год, и мы непосредственно приступаем к реализации проекта по адресной помощи школам с низкими образовательными результатами обучающихся. Это проект, который называется 500+. Как вы знаете, что возможности для самореализации и развития талантов у нас определены в цели, которая поставлена нашим президентом Российской Федерации от 21 июля 2020 года о национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года. И чтобы обеспечить реализацию цели, поставленной президентом, нам необходимо решить следующие стратегические задачи. Это, как вы уже знаете, вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования, формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, создание условий для воспитания гармонично развитой личности. И один из показателей повышения качества образования — это, конечно же, как мы выглядим в плоскости международных исследований, и вы все о нем знаете, что это исследование международное ПИЗа. И в нем предусмотрены исследования по следующим уровням функциональной грамотности. Вы знаете, математическая, читательская, естественно-научная. На слайде это представлено в правом нижнем углу, чтобы было понятно. Матрица представлена, и там как раз определены, согласно данному исследованию, всего 6 уровней. 6 уровней функциональной грамотности. Так вот, чтобы пороговым считается тот уровень, когда дети преодолевают выполнение заданий и по их результатам становятся на 4-м месте, то есть преодолевают 1-й, 2-й, 3-й уровни. Все, что уже выше 4-го, это 4-й, 5-й, 6-й уровни, они уже относятся к уровням высокой сложности и позволяют определить уровни достижения обучающихся, как обучающихся самостоятельно мыслящих и способных функционировать в сложных условиях. На следующем слайде представлено достижение уровней функциональной грамотности обучающимися Республики Коми. Вы знаете, что в 2020 году 75 образовательных организаций Республики Коми тоже участвовали в данном исследовании. Так вот, в результате 2250 обучающихся приняли в нем участие, и если сопоставить результаты Республики Коми и Российской Федерации, то вы видите, что мы находимся как раз сопоставимы с результатами по Российской Федерации. Например, читательская грамотность, обратите внимание, да? Математическая, естественно-научная. В целом 82% обучающихся достигли и превысили пороговый уровень читательской грамотности. При этом число обучающихся, которые достигли наивысших уровней читательской грамотности, отмечено синим, составило более 5%. В математической грамотности, обратите внимание, 22 обучающихся не дошли до порогового уровня грамотности, однако 10% достигли хороших результатов. Относительно хуже участники исследования справились с заданиями по естественно-научной грамотности.
22% не дошли до порога уровня грамотности, и только 1% обучающихся достигли высоких уровней. И поэтому, как вы знаете, уважаемые коллеги, очень многие из вас как раз являются участниками регионального проекта «Современная школа» в части создания центров естественного, научного и гуманитарного профиля «Точка роста». Если в 19-20-х годах данный проект был у нас направлен больше на формирование содержания новых форм образования, связанных с изучением учебного предмета технология, то с 2021 года и в этом новом учебном году как раз идеология проекта направлена на повышение естественно-научной грамотности обучающихся. И поэтому, как вы видите, перед нами, перед образовательными организациями Республики Коми стоит задача повышения уровня функциональной грамотности обучающихся и качества образования в целом. В целях повышения эффективности комплексной системы управления качеством образования, вы знаете, у нас приняты два приказа, которыми утверждена региональная программа по совершенствованию механизмов управления качеством образования. Она принята на 2020-2023 годы. Изначально была принята в мае 2020 года. Далее, в июле 2021 года были внесены изменения в данную программу. Основные соисполнители программы – это, конечно же, Коми Республиканский институт развития образования, Республиканский информационный центр оценки качества образования, Академия юных талантов. Основные направления подпрограммы представлены также на слайде. Да? Они разбиты на два больших раздела. Это механизмы управления качеством образовательных результатов и механизм управления качеством образовательной деятельности. И когда в 2021 году как раз вы проходили, каждое муниципальное образование у себя проходило, напомните, Муниципальных механизмов. Проводили оценку муниципальных механизмов оценки качества и образования. И поэтому и наша региональная программа составлена тоже по этим двум управленческим составляющим блокам. Важное место в региональной программе, если вы посмотрите на слайде, то это 1.2, выделен синим, занимает подпрограмма «Система работы со школами с низкими результатами обучения» или со школами, которые функционируют в сложных неблагоприятных социальных условиях. То есть, по сути, это участники проекта 500+. Итак, федеральный проект 500+, предполагает организацию методической и ресурсной поддержки нескольким образовательным организациям в регионе, отобранным для участия в проекте. Всего у нас было отобрано 79 образовательных организаций. С учетом рекомендаций Федерального института оценки качества образования, совместно с Институтом развития образования были отобраны 29 школ для участия в проекте 2022 года. Выбраны они были по следующим принципам. Из них 30% школ – это базово неуспевающие, 30% школ умеренно неуспевающие и 40% школ сильно неуспевающие. Данные образовательные организации, 29, находятся на территориях 18 муниципальных образований. Организационная схема проекта. На данном слайде вы видите, что на федеральном уровне мероприятия проекта курирует Федеральный институт оценки качества образования, который оказывает регионам организационную и методическую поддержку, отбор и анализ эффективных практик. Оператором проекта на уровне Республики Коми является Коми Республиканский институт развития образования. Непосредственно регионального координатора вы уже знаете, это Габова Марина Анатольевна, проректор по научно-методической работе Института развития образования. На сегодняшний день определены все муниципальные координаторы, поэтому вы уже активно включились в работу данного проекта.
И в рамках проекта отбираются и проходят подготовку специалисты, кураторы, которые непосредственно будут посещать школы с высокими рисками низких образовательных результатов с целью разработки дорожных карт, принятия мер поддержки. Куратор — это, конечно же, это как наставник, проводник идей для дальнейшего развития школы, который помогает осознать школу, какие у нее есть проблемы, направляет усилия школы на анализ, мониторинг, разрешение трудностей, которые связаны с реализацией образовательного процесса. Какие же у нас рекомендации по отбору кураторов? Это, конечно же, в первую очередь нужно посмотреть кураторов из числа школьных управленцев региона, завучи, директора успешных школ, которые показывают высокие образовательные результаты. И важно, чтобы было наличие опыта работы в сфере школьного управления, выстраивания систем школьных управленческих механизмов. Дорожные карты позволяют проводить в режиме реального времени, проводить мониторинг, участие представителей всех групп образовательных отношений в запланированных мероприятиях, при необходимости консультировать участников проекта. Составные части проекта 500+. Вы видите, что это 3 большие составные части, которые в себя включают открытую методику адресной помощи, которая размещена на сайте ФИОКа. Вы видите, какие там можно найти возможности. Это и методические рекомендации, и аналитика, и релевантные публикации, и онлайн-доступ ко всем разделам методики. Далее это программа поддержки школ с низкими образовательными результатами, в которую заложена диагностика, привлечение кураторов, обучение, консультации и информационная система на базе личных кабинетов ФИСОКа. На сегодняшний день все личные кабинеты для 29 участников проекта уже созданы. И третье направление – это открытый банк актуальных методических материалов по проекту. Там вы можете увидеть актуальные обновления методики, часто встречающиеся вопросы, банк позитивных практик. По итогам 2021 года мы видим, у нас есть очень, уважаемые коллеги, значимые результаты в работе. Это то, что в 2021 году 25 школ участвовали в проекте 500+, из них 10 на сегодняшний день уже отсутствуют в списке школ с низкими результатами, которые данный список был представлен представителями Рособорнадзора. То есть это говорит о качественном участии в проекте данных образовательных организаций, о высоком профессиональном потенциале кураторов, которые непосредственно курировали, диагностировали, помогали подобрать такие управленческие механизмы и оценку результатов, да, как среди педагогов, так и среди обучающихся, которая помогла им выйти из вот этой зоны школ с низкими образовательными результатами. Это, еще раз, уважаемые коллеги, о чем говорит? О том, что в проекте нужно участвовать качественно, важна высокая включенность мероприятия проекта, и результат обязательно будет. Потому что иногда приходится сталкиваться с тем, что не всегда мы, бывает, сразу со второй стороны положительно реагируете на участие в проектах, и бывает в силу ряда субъективных, объективных причин, хотите найти причины, чтобы не участвовать в проекте. Мы вас активно все-таки призываем включиться на 100% в реализацию проекта. Он будет очень интересным, нужным, необходимым и приведет к вас к достижению высоких образовательных результатов. Какие же направления работы школ станут участников проекта? Вы видите, их много, это 12 направлений, они все есть на слайде. На слайде презентация будет после доступна, так, Марина Анатольевна? Конечно, и видеозапись. Да, и видеозапись мероприятия. Поэтому зачитывать я все это не буду. У вас это все перед глазами. Но на что, уважаемые коллеги, я хочу обратить внимание. Недавно, неделю назад, нам пришли в Республику Коми результаты рейтинга качества жизни
результаты рейтинга качества жизни населения в 2021 году, которые по итогам опроса населения, данный опрос проводила автономная некоммерческая организация ОСИ, мы ее очень много знаем по результатам участия в других проектах. И на что хочу обратить внимание. Да, мы участвуем в проектах, проводим все эти мероприятия, это очень важно. Но когда мы их планируем, мы сразу же должны еще и понимать, насколько повышается административная нагрузка на участников проекта. И сегодня есть такой показатель по Республике Коми, он вообще по России показатель. Доля педагогов, учителей, занимающихся административной работой. Так вот эта доля, оптимальная доля, составляет не более 30%. У нас по Республике Коми на основе проведенного опроса автономной некоммерческой организации данный показатель превышен фактически в 2 раза и составляет 66,7%. То есть получается, если показать это в абсолютных цифрах, то 66 учителей из 100 фактически считают, что они большую часть рабочего времени тратят именно на то, чтобы заполнить различные виды отчетности. И при построении внутришкольной системы объективной оценки качества обучения я призываю вас использовать и ресурсы государственной информационной системы электронное образование. Сегодня данный ресурс позволяет формировать отчеты в автоматическом режиме и по успеваемости обучающихся, и по отслеживанию индивидуальной траектории развития каждого обучающегося, и результативность работы учителя. Там есть специальный модуль, который называется «Многоуровневая система оценки качества образования». С отделом комплексной безопасности был проведен мониторинг использования данного модуля. Его используют незначительное количество образовательных организаций, очень мало, да. Поэтому возможности данной системы тоже нужно обязательно изучать. В первую очередь это администрация и управлению образованием, и администрациям школ, для того, чтобы грамотно и эффективно выстроить работу по участию, сейчас мы говорим, в данном проекте, и в целом по снижению отчетности среди учителей. То есть, планируя работу, надо подходить комплексно к решению данных вопросов. Кроме того, уже говорили мы ранее, да, что сейчас при поддержке Минпросвещения Российской Федерации разработан единый ресурс, единое содержание общего образования. С 15 марта 2022 года он будет работать в полную меру. И, соответственно, то, что касается разработки рабочих программ, учебных предметов, различных методических ресурсов, мы тоже говорим вам о том, чтобы вы им активно пользовались. То есть задача использовать те инструменты, которые сегодня есть, на благо системы образования. И переходим к реперным точкам проекта. К реперным точкам проекта. На сегодняшний день сейчас как раз проходит анкетирование для разработки рискового профиля, правильно, Марина Анатольевна, да? В феврале это уже будет анализ рисков при поддержке кураторов. В марте образовательные организации будут уже размещать в информационной системе свои антирисковые планы. Как раз личный кабинет уже сформированы на каждого участника проекта. Далее, в июне это уже будет централизованный мониторинг первого этапа реализации проекта, а в ноябре уже централизованный мониторинг реализации второго этапа проекта, то есть который подойдет к логическому завершению. Вот. И далее подробности уже по реализации проекта, по дорожной карте, по анкетированию образовательных организаций будут рассмотрены также моими коллегами. Это Галина Владимировна Китайгородская вам представит и Марина Анатольевна Габро. Спасибо, уважаемые коллеги, за внимание.
Юлия Анатольевна, мы благодарим вас за представление вот основной идеологии проекта. И, коллеги, далее мы углубимся еще в некоторые вопросы, связанные и с идеологией, и с дорожной картой, и с функциональными ролями участников проекта, а также поговорим о том, как выстраивать взаимодействие между участниками проекта. И о первоначальных наших с вами задачах – это проведение анкетирования. Коллеги, мы очень рады, что сегодня с нами работает вот на данный момент уже 65 участников. Это и муниципальные координаторы. Коллеги, мы вас видим. Всем добрый день. Очень рады, что вы смогли с нами присутствовать в онлайн-формате. Коллеги, очень важно, что с нами сегодня работают и руководители школ участников проекта, и, конечно, мы приветствуем всех кураторов проекта. Я сейчас передаю слово Галине Владимировне Китайгородской по тем событиям, карту проекта. Но прежде чем мы именно о дорожной карте поговорим, Юлия Анатольевна, я благодарю вас за то, что вы сказали о том, как важно участие в проекте. Галина Владимировна сейчас об этом тоже несколько слов еще скажет. Коллеги, вот особенно школы-участники проекта, пожалуйста, будьте сейчас очень внимательны и обратите внимание на те важные слова, которые мы вам сейчас скажем. Пожалуйста, Галина Владимировна. Добрый день, уважаемые коллеги. Мы рады приветствовать всех участников флагманского федерального проекта 500+. Да, уже второй год мы работаем на основании тех регламентов, которые сегодня во всех субъектах Российской Федерации реализуются для школ, которые, к сожалению, демонстрируют в настоящее время низкие образовательные результаты. Сегодня на уровне Российской Федерации выстроена работа по адресной, методической и управленческой поддержке каждой образовательной организации. Да, проект 500+, он имеет свои контекстные особенности на уровне каждого субъекта. И, конечно, определенные достоинства управленческого цикла в рамках республиканского проекта «Эффективная школа», они были отработаны в нашей республике на протяжении последних 5 лет. И вот что очень важно, уважаемые коллеги, сейчас мы будем рассматривать дорожную карту проекта, понимая, что весь потенциал, который наработан сегодня образовательными организациями, которые принимали участие в проекте «Эффективная школа» и в проекте 500+, в прошлом году, сегодня эти результаты, они должны стать основанием уже для использования теми школами, которые включаются в проект впервые. Мы очень рады, что сегодня с нами работает действительно команда муниципальных образований. И вот именно создание профессионально-мотивационной среды на уровне каждого муниципалитета, наверное, это самая главная задача, которая стоит перед нашей республикой, перед каждым муниципальным образованием. Мы не случайно говорим именно о командной работе, и сегодня, говоря о результатах от участия в проекте, мы понимаем, что эти результаты, они должны демонстрироваться не только на уровне образовательной организации, они должны быть поддержаны именно в муниципальном сообществе, на уровне управления образованием нашей республики. В этой связи, уважаемые коллеги, мы понимаем, что для каждой школы очень важен понятный для всех результат. Для кого понятно? Не только для директора школы. Именно для всего педагогического коллектива, для родительского сообщества и для обучающихся. Это действительно должны быть те изменения, которые происходят с точки зрения формирования обновленной школьной образовательной среды. Именно данная среда, она должна быть понятна с точки зрения того, что сегодня именно эта среда в 2022 году у вас меняется, и какие-то изменения происходят, которые действительно сегодня позволяют противостоять рискам снижения образовательных результатов. И вот здесь мы хотим сказать о том, что действительно эти результаты должны быть видны, они должны ощущаться каждым педагогом, каждым родителем и обучающимся. Поэтому важно, конечно, выстроить, это очень важно, партнерские взаимоотношения внутри муниципального образования. Школы, которые сегодня получают методическую поддержку, не должны оставаться один на один только с куратором, только с региональным координатором и с муниципальным координатором. Нет, здесь очень важно увидеть, какие есть уже профессиональные результаты сопровождения педагогических коллективов на уровне муниципального образования. И надо выстроить
открытое общение, обмен опытом. И здесь, конечно, очень важно вот именно это понятие партнерства как один из главных принципов взаимодействия внутри муниципального образования, внутри именно всех участников проекта. На уровне Российской Федерации как раз и говорится о том, что это должно быть открытое профессиональное пространство. Мы не должны бояться задавать друг другу вопросы, общаться, дискутировать, выстраивать именно какие-то совместные мероприятия. И в этой связи, конечно же, мы должны оказывать помощь, поддержку каждому педагогу. И один из самых таких достойных инструментов, которые отработаны на уровне всей Российской Федерации, это, конечно, повышение квалификации. На уровне именно Республики Коми уже отработано 8 программ повышения квалификации, которые учитывают как раз именно управленческие и методические аспекты поддержки педагогов, которые участвуют в проектах 500 плюс эффективная школа. Поэтому, конечно же, получить навыки работы именно с педагогическими задачами посредством общения в рамках курса повышения квалификации – это очень важный результат. И поэтому, коллеги, Мария Анатольевна обязательно в течение уже информационных сессий представит вам данные курсы повышения квалификации, которые вошли в федеральный реестр именно для школ, которые в настоящее время демонстрируют низкие образовательные результаты. Ну и, конечно, развитие внутренней системы оценки качества образования. Мы не случайно внимание обращаем, что это система. Это система, которая понятна, которая прозрачна директору, управленческой команде и каждому педагогу. Но самое главное – результат. Результат, потому что те навыки комплексной диагностики, которые формируются на уровне образовательной организации, они должны быть приняты каждым педагогом. Это не должны быть навыки, которые спускаются управленцами и рассматриваются, как уже Юлия Анатольевна говорила, именно как административная задача. Это должно идти от профессиональной задачи каждого педагога, потому что именно данная система позволяет выстраивать индивидуальные маршруты для каждого обучающегося. Ну и, конечно, повышение качества управления. Сегодня не случайно мы еще раз говорим о том, что данный проект нацелен на работу команды. Мы говорим, что у нас, да, команда республики, команда муниципального образования, команда каждой организации. А что сплачивает команду? Это единая цель. Это цель и понимание, к какому результату мы должны прийти в течение данного года. Любой проект имеет начало и завершение. И вот в данном случае мы должны понимать, что цель, которая перед нами стоит, она должна быть представлена публично-педагогическому коллективу. Вы должны не только работать 2-3 именно процессами, в центре внимания которых именно управление качеством образования. Вы должны работать на весь процессуальный регламент, который есть в вашей школе, повышая именно, прежде всего, самое главное, повышая степень готовности к участию в проекте и, самое главное, к созданию новой школьной образовательной среды. И вот еще один принцип, очень интересный, он пришел в Российскую Федерацию с международного пространства, так называемая насмотренность. То есть действительно проект 500+, он связан с тем, что школы должны публично делиться своими результатами, определяя через вот эту публичность и свой опыт, говоря и о своих ошибках, и о своих действительно каких-то прогрессивных результатах. Поэтому действительно очень важно, чтобы школы делились, школы, которые участвовали в проекте на протяжении последних 5 лет, школы, участники проекта в прошлом году. Ну и самое главное, чтобы в центре нашего внимания были резилиентные школы, которые, несмотря на свои рисковые профили, выходят за их рамки и демонстрируют высокое качество образования. Поэтому, конечно же, готовя программу развития, очень важно работать и уметь работать с рисками. Именно в этом заключается один из первых этапов проекта. Поэтому вот эти 4 результата, о которых мы с вами сказали, и еще партнерство, мы должны понимать, что эти результаты должны быть осмыслены, представлены на уровне всего педагогического коллектива. Поэтому, конечно, говоря об организационной схеме проекта 500+, уважаемые коллеги, обращаемся к тем, кто впервые принимает участие в проекте. Эта схема, она действительно регламентирует деятельность на уровне всех субъектов Российской Федерации.
Все 85 субъектов Российской Федерации принимают участие в данном проекте. Ежеквартально происходит мониторинг участия, активности и заинтересованности образовательных организаций в данном проекте. И когда мы говорим о заинтересованности, мы должны понимать, заинтересованы должны быть все, 100%. Поэтому вот именно мотивационная среда должна быть выстроена на уровне не только организации, муниципалитета, на уровне и всей нашей республики. Поэтому эта схема, о которой мы уже говорили, она связана с тем, что действительно Институт развития образования на протяжении последних уже лет, даже 5 лет, можно сказать именно так однозначно, курирует направление, которое связано с адресной методической поддержкой школ, которые демонстрируют низкие образовательные результаты. И вот это методическое сопровождение, кураторство, оно сегодня имеет определенные результаты. В этой связи, уважаемые коллеги, Мария Анатольевна, возглавляя данный проект как региональный координатор, ежемесячно, даже еженедельно работает в рамках информационных методических сессий, предлагая определенные шаблоны, схемы, модели. И здесь мы очень просим внимание обратить, что участие в таких информационных методических семинарах, во всех событиях, которые предложены, это очень важно. Потому что если мы упустим хоть какой-то один элемент, действительно система может не сложиться. Теперь о методике отбора школ. Действительно, на протяжении последних 2 лет Федеральный институт оценки качества образования отрабатывает первый шаг на уровне Российской Федерации. Он формирует начальный список рисковых школ посредством использования данных федеральных мониторинговых процедур. И вот здесь мы внимание обращаем, что в центре внимания Федерального института оценки качества образования, конечно, качество образования, но мониторинговые исследования, они с точки зрения именно больших данных обрабатывают и всероссийские проверочные работы, результаты ОГЭ и ЕГЭ. И в этой связи, когда возникают вопросы, а почему мы попали в список, действительно, здесь мы говорим о большой аналитической работе с большим блоком данных, которые на уровне Российской Федерации обрабатываются на основе единых принципов, единых технологий. И здесь что очень важно понять, что действительно мы теперь понимаем, потому что показатели прозрачны, почему школы в данном списке. Это у нас, к сожалению, в этом году 79 школ. А вот теперь на втором этапе на уровне федерации было решено, что в этом году действительно каждому субъекту спускается квота. Потому что этот удивительный проект, адресный, методический, к сожалению, очень трудно отработать со всем пулом школ. И здесь, конечно, важна работа самого субъекта и нашей республики. Уже субъект переходит ко второму шагу, и мы работаем именно с теми школами, которым мы сегодня, именно в этом году, можем оказать посредством федерального кураторства адресную методическую помощь. И, конечно, очень важно, что отбор школ в этом году, да, действительно, уже завершен. И я хочу сказать об опыте других субъектов. Вот у меня коллеги из других субъектов говорят, вы знаете, у нас в очереди стоят, чтобы поучаствовать в 500+. Нам звонят и говорят, а можно нам в 500+. То есть когда директора видят себя в таких списках, коллеги, идут обращения сразу в Институт развития образования, помогите нам. Нам надо действительно сегодня методически, чтобы вы нас поддержали. Но вот Юлия Анатольевна сказала, у нас только ситуация другая. То есть мотивационный ряд почему-то у нас другой. Возникают обращения, а можно нам, мы не будем участвовать. А нам вроде бы это и не надо. И вы знаете, мы, конечно, на уровне федерации об этом не говорим. Хотя у нас есть ежеквартальное выступление на уровне Российской Федерации, мы говорим об опыте нашей республики. И нам, знаете, не очень даже приятно об этом говорить, что у нас в очередь не стоят. В этой связи, уважаемые коллеги, вот здесь мы говорим о профессиональной готовности и о мотивации именно на повышение качества образования, которая должна быть сформирована в каждой образовательной организации. И все 79 школ, которые в этом списке, конечно, бы хотелось, чтобы они принимали участие даже в данном семинаре. Мы обращаемся сейчас к муниципальным координаторам. Ведь здесь определенные подсказки есть, а как выстроить работу. Да, мы будем курировать только 29 школ.
но все ведь остальные могут на самом деле использовать определенные механизмы, никто им не запрещает, которые в этом проекте выстроены, наработаны. И вот в рамках проекта «Эффективная школа» мы тоже решили, что будем продолжать. Мы, конечно, на основе тех механизмов, которые отработаны, мы готовы сопровождать все школы. 79 школ, но здесь нужно принимать решения на уровне не только школы, но и муниципалитета. Потому что, уважаемые коллеги, действительно, это уникальная технология, которая сегодня дает возможность, самое главное, повысить качество образования. А значит, мы еще раз напоминаем, наверное, всеми и самим себе, что мы работаем-то ради кого? Ради наших обучающихся граждан 21 века, которые должны быть успешны и которые действительно сегодня должны демонстрировать те результаты, которые позволяют нам говорить о значимости системы образования нашей республики и Российской Федерации. Ну а теперь о рэперных точках именно проекта этого года. Действительно, рэперные точки, очень важно, они определены конкретными датами. Что значит эта дата? Эта дата значит, что на уровне федерации эта дата является основанием считывания той информации, которая есть в личных кабинетах образовательных организаций и в личном кабинете регионального координатора. Если к этой дате не завершается какой-то процесс, на уровне Российской Федерации выстраивается система рейтингирования. Субъекты, не школа, а субъекты попадают в 3 зоны. В красную зону, в желтую зону и в зеленую зону. И мы хотим к вам обратиться. Мы говорим о единой республиканской команде, и, конечно, было очень печально, что в первом-втором квартале, будучи в зеленой зоне, мы и за некоторые, там одна была 2 школы, в 3-м квартале мы оказались в красной зоне, в 4-м – желтой, и по итогам всего года наша республика, к сожалению, была в желтой зоне. Хотя действительно мы выстроили работу таким образом, чтобы, уважаемые муниципальные координаторы, чтобы работать вместе с вами, понимая, что вот эти точки, они должны быть у каждого руководителя, у каждого муниципального координатора в графике своей работы. 17 января, 14 февраля, 30 марта, 1 июня, 1 ноября. 5 рэперных точек, после которых идет срез, по которым именно нас уже оценивают на уровне Российской Федерации. Что очень важно, что действительно сегодня одна из первых задач, можно вернуться. Да, вернитесь, пожалуйста. Коллеги, это участие в анкетировании для разработки антирискового профиля. Уважаемые коллеги, здесь что важно? Принимают участие в анкетировании все участники образовательных отношений. Это действительно сложный процесс, организационно должен быть выстроен он очень качественно, потому что в зависимости от того, каким образом отвечают родители, обучающиеся педагоги, формируется рисковый профиль. Если ответы, они непрозрачные, они недостоверны, и рисковый профиль, он потом сразу отражается именно как недостоверный. Поэтому, уважаемые коллеги, очень важно нам пройти до 17 января, и мы действительно это уже, 17 января, вот именно по 4 февраля, вот именно этот процесс Мария Анатольевна отработает, вместе с вами. Далее, рисковый профиль школы. Очень важно, что рисковый профиль школы, он формируется как раз на основании анкетирования. И я внимание обращаю еще раз, то есть если некачественно провести анкетирование, не поставить цель, которая преследуется анкетированием, результаты, они, к сожалению, отразятся именно в рисковом профиле как недостоверные. Поэтому здесь очень важно, что куратор появляется уже на данном этапе, и куратор помогает провести внутренний аудит школы, чтобы установить именно актуальность и достоверность выявленных рисков, определить то, что сегодня рассматривается именно как первоочередная задача. Ну и далее, уважаемые коллеги, школы размещают антирисковые планы уже в информационную систему.
И вот здесь, уважаемые коллеги, конечно, мы должны понимать, что до этого момента вы уже все умеете качественно работать в своих информационных системах. Мария Анатольевна в течение прошлого года отработала систему коммуникации. И сегодня она об этом будет говорить, исходя из того, что вы должны быть открыты, с пониманием того, что если региональный координатор вам пишет и вам звонит, значит, это очень важно не только ответить, но далее исполнить именно ту или иную задачу. Поэтому, конечно, коллеги, мы не стали, как на уровне федерации делают, формировать еще один канал для коммуникации, это мессенджеры в WhatsApp и в Телеграме, но, уважаемые коллеги, мы понимаем, мы сейчас посмотрим, если ситуация будет сложная, для оперативной помощи и поддержки мы будем формировать вот такой единый канал коммуникации с участием, наверное, Юлии Анатольевны, может, Олега Александровича, чтобы коллеги видели, что школы реагируют именно на те обращения, которые поступают. Ну и далее централизованный мониторинг, уважаемые коллеги, в рамках первого этапа уже реализации плана. Да, всего лишь полгода, но здесь очень важно понять идеологию проекта. Она выстроена так, что к 1 июня действительно первый мониторинг уже может быть проведен и считаться достоверным. Ну и далее второй этап – это уже мониторинг, который определяет реализацию планов на основе антирисковых программ, именно исходя из тех задач, которые поставлены. И далее, уважаемые коллеги, есть очень подробный план, который мы сейчас представим. На самом деле это план, который представлен в дорожной карте. И я предполагаю, что данный план является для вас сегодня документированной процедурой, инструментом, который используется для совместной работы муниципалитета, образовательной организации и куратора. Сегодня все эти субъекты, все субъекты данного проекта, они известны. Коммуникация уже, я думаю, выстраивается. Мария Анатольевна будет об этом говорить. Поэтому, уважаемые коллеги, посмотрите, на каком этапе мы сегодня. Да, у нас сегодня активная фаза анкетирования. Сегодня кураторы уже отобраны. В январе-феврале именно на подготовительном диагностическом этапе у нас должно завершиться к 7 февраля анкетирование школ участниц проекта. И рисковые профили, они, как достоверные профили, появляются в информационной системе. Также, уважаемые коллеги, на подготовительном этапе, начиная с 10 февраля, у нас будут еженедельные вебинары. Коллеги, на уровне федерации эта работа происходит еженедельно. Мария Анатольевна, как региональный координатор, она принимает участие в данных вебинарах. Но что важно, что действительно в этом году активность каждой школы, активность команды муниципалитета сегодня рассматривается с точки зрения оценки продвижения проекта на уровне каждого субъекта. Поэтому внимание обращаем, что начиная с февраля федеральные ВКС, далее мы будем проводить региональные ВКС с той периодичностью, которая определена. Еженедельные профессиональные вебинары, они тоже представлены. Основной этап начинается в феврале. И здесь, уважаемые коллеги, очень интересная, профессионально насыщенная работа, которая должна быть принята, и профессионально здесь вы должны быть заинтересованы, потому что на уровне школ начинается работа именно с разработкой концепции развития школ, среднесрочной перспективой идет работа и антирисковыми программами. Это на самом деле для и управленца, и для команды школы это очень интересная работа. Потому что мы же все хотим действительно, чтобы были изменения. И сегодня, когда мы говорим о быстро меняющемся мире, мы живем вроде бы в мире хаоса, в УК-мире, но этот именно изменяющийся мир нам позволяет идти вперед и достигать самых лучших результатов. Но самое главное, чтобы этот результат, он был действительно принят педагогами, принят родителями. Идем вперед. Мы успешная школа, мы школа, которая будет резилиентной. И, конечно же, важно, что с кураторами на протяжении 2 лет заключаются договоры, которые определяют их функционал, которые и финансово их поддерживают, договоры на уровне Российской Федерации с Федеральным институтом оценки качества образования. И вот уже с февраля начинаются посещения
аудиты школ, которые позволяют верифицировать именно те рисковые профили, которые в системе представлены. И вот на уровне именно основного этапа, уважаемые коллеги, действительно здесь очень важно выстроить взаимодействие. Конечно, с точки зрения взаимодействия есть очень много принципов работы кураторов, а кураторов учат работать. Учат выстраивать психологический благоприятный климат с командой организации, выстраивать именно профессиональные задачи, которые определяют именно, чтобы мы все говорили на одном языке, используя и терминологию, используя именно и наши профессиональные форматы сознания. Поэтому вот именно здесь идет так называемая такая профессиональная, контекстная, может быть, работа, чтобы и куратор, и образовательная организация приняли друг друга. Поэтому, хотя этап основной, но с точки зрения взаимодействия профессионально-психологического он очень важен. Поэтому, конечно, мы рады, что Мария Анатольевна расскажет, что, например, в прошлом году действительно сложились профессиональные, даже дружеские взаимоотношения, которые позволяют именно говорить, что куратор и образовательная организация, они продемонстрировали единый результат, потому что работаем-то мы все ради результата, который связан именно с повышением качества образования. И вот именно такие профессионально-психологические основания для работы куратора и школы, они, коллеги, очень важны. И мы один из семинаров, я думаю, что обязательно этой теме посвятим, взаимодействию, каким образом выстраивать это взаимоотношения. И вот далее апрель. Апрель, вот здесь начинается мониторинг. Кто проводит мониторинг? Здесь несколько уровней. Мониторинг начинается с уровня образовательной организации, куратор проводит, далее на уровне муниципалитета, и все это выходит на уровень республики, на уровень Российской Федерации. Вот эта многоступенчатость мониторинга, она позволяет именно на уровне уже федерации нас оценить, каким образом прошла работа. А именно содержание работы Мария Анатольевна более подробно расскажет. И вот действительно вовлеченность, посмотрите, пожалуйста, очень важный этап – это мониторинг вовлеченности региона. И вот здесь есть очень интересная особенность, которая появляется в этом году. Действительно, в прошлом году, уже в третьем квартале, появилась такая позиция – это активность субъекта по участию в федеральных семинарах, вебинарах. А активность определяется не только, что мы сидим и слушаем. Нет, что мы выступаем. И действительно, у нас было 2 выступления регионального координатора, по-моему, 2 или 1 выступление школы, и нас оценили не очень высоко, потому что говорят, а где ваши кураторы? А где ваши команды? А где муниципалитеты? Поэтому, коллеги, мы будем об этом говорить. Мы хотим действительно, чтобы сегодня опыт Республики Коми, опыт, который позволяет нам говорить о повышении качества образования с точки зрения новых управленческих механизмов, он был представлен. Поэтому, коллеги, мы просим вас уже рассматривать возможности формирования публичных выступлений. Мария Анатольевна тоже вас к этому будет готовить. Надо не бояться, а стремиться ежеквартально выступать на федеральных семинарах. Поэтому, коллеги, одна из важных задач – это как раз вовлеченность регионов с точки зрения представления опыта. И завершающий этап, вот он начинается уже обмен опытом. И обмен опытом будет происходить на уровне республики, на уровне Российской Федерации. И здесь мы понимаем, что начинается реализация региональной дорожной карты с точки зрения именно уже результативности. А вы поставили в дорожной карте результат, пришли вы к нему, почему нет, анализ, каким образом достичь его до конца года. И сегодня мы еще раз говорим, что вновь опросы, то есть опросы, они должны приниматься, я хочу сказать так, с профессиональной радостью, потому что это позволяет нам двигаться вперед. В вопросе, именно в вопросе мы видим те еще результаты, которые мы пока не можем достичь. Мы видим себя с точки зрения именно каких-то, может быть, и низких мотивационных причин. Поэтому здесь очень важно, что предложения, которые поступают в ваш адрес, принять участие в вопросе, провести мониторинг. Это все должно приниматься именно как управленческий элемент, а не как административный надзор. Ну и, конечно, очень важна экспертиза всех документов,
а самое главное — официальное подведение итогов. Традиционно в рамках конференции стратегической, которая проходит у нас в декабре, мы действительно уже готовимся к подведению итогов, и у нас работает целая площадка, отдельная конференция по работе со школами с низкими результатами. И здесь мы понимаем, что именно эта конференция, она позволяет нам проанализировать опыт не только участников проекта этого года, а всех школ, которые вышли из антирисковых программ именно с теми результатами, которые необходимы, которые стали резилиентными школами и показали позитивные изменения. Поэтому, уважаемые коллеги, важно теперь, что оценивается на уровне федерации. Я уже сказала, что действительно ежеквартально на уровне министерства нашему министру приходит информация, в каких мы находимся зонах. Эти зоны определяются вот по таким количественным показателям. Доля школ, прошедших анкетирование от общего числа отобранных школ, уважаемые коллеги, 100%. Мы должны стремиться, чтобы у нас было всегда к сроку 100%. В ином случае мы сразу попадаем либо в желтую зону, если только одна школа что-то не представила, а в красную уже 2-3. Поэтому проценты, которые набирают другие субъекты, это 98, 99, 100. И только таким образом мы можем отработать со 100% результатом, что мы действительно являемся одним из субъектов, которые занимают лидирующие позиции. Посмотрите, доля школ в срок, которые скачали свои рисковые профили, доля школ, которые включились в проект и приняли участие в установочном семинаре. А на федерации все очень адекватно. Вот сейчас мы смотрим, уважаемые коллеги, вы отмечаете фамилию, имя, отчество, и что мы далее делаем? А далее мы уже ищем, а кто же такой у нас Сергей Александрович? Или, например, далее Марина Николаевна. И мы очень рады, что Клавдия Аркадьевна сразу отметила, что под именем Клавдии Аркадьевны принимает участие Гришина Ирина Григорьевна, Кибаньольская школа. Потому что иногда, к сожалению, мы не понимаем, а кто же принимал участие в нашем семинаре. И мы себе пишем, не приняли участие, не приняли. Поэтому, уважаемые коллеги, в начале семинара и наш координатор Мария Анатольевна, и кто вас сопровождает технически, попросили, пожалуйста, напишите, кто принимает участие, фамилия, имя, отчество. И с какой организации. Поэтому, уважаемые коллеги, если есть такая возможность, всегда для себя фиксируйте эту позицию. Если вы зашли под другим именем, зафиксируйте, кто вы. Что очень важно, это, конечно, количество доли, точнее, организаций, включенных в проект, и которых посетили кураторы, и доля организаций, которые активировали рисковые профили, опять в информационной системе. Далее, очень серьезная, коллеги, задача – это анализ концептуальных документов, которые происходят на уровне Российской Федерации. Все параметры экспертизы всегда Мария Анатольевна, как региональный координатор, рассматривает вместе. Поэтому, если идет какая-то рекомендация в определенный момент, обязательно отмечайте у себя, и это можно исправить. Мария Анатольевна прямо конкретно предлагает. Да, коллеги, Сергей Александрович, спасибо большое. Мы понимаем, что Ясновская школа. Большое спасибо, что вы отмечаете себя сейчас. Далее, доля респондентов из числа региональных участников, которые приняли участие в опросе. Есть опрос, примите участие. Это опросы, буквально даже я иногда принимаю участие 5-10 минут, но этот опрос он позволяет зато дать положительную оценку нашей активности. Ну и, конечно, надо внимательно в дальнейшем отрабатывать все наши эффективные управленческие практики, чтобы продемонстрировать, что позитивные изменения действительно они будут у нас наблюдаться. Уважаемые коллеги, вот такая интересная для нас профессиональная работа предстоит совместно с Институтом развития образования. Это контакты Марины Анатольевны Габовой, проректора по научно-методической работе, ее адрес, телефон. Коллеги, если вы потом с Марией Анатольевной решите, что нужен какой-то мессенджер, с большим удовольствием. Очень важно, что была та коммуникация, тот канал, который вам необходим. В Телеграме давайте в Телеграме. По отдельному электронному адресу давайте по отдельному электронному адресу. Но нам нужна постоянная обратная связь. Ну, что сейчас важно? Сейчас важно, чтобы Мария Анатольевна вам представила содержательные моменты. Внимательно включайтесь сейчас в то содержание, которое будет представлено, потому что сегодня мы говорим о содержании, которое позволяет нам достичь результатов именно как республиканской команды. Спасибо большое. Спасибо, Мария Анатольевна. Теперь уже вам слово. Спасибо.
Презентация функции алгоритма. Итак, коллеги, сейчас мы с вами рассмотрим основные функции участников проекта и алгоритмы нашего с вами взаимодействия. Коллеги, я благодарю всех, кто сегодня принял участие в нашем семинаре-совещании, и хотела бы сказать о том, что мы очень рады, что из тех 19 кураторов, которые работали с нами в прошлом году, в этом году с нами 12 кураторов работают. Коллеги, мы очень благодарим вас за то, что вы воспользовались этой возможностью, что вы готовы представлять свой опыт, уже транслировать его с другими школами. И, конечно, вот Галина Владимировна говорила о муниципальных командах, но хотелось бы отметить, что у нас с вами в этом году есть еще и межмуниципальные команды, там, где школа в одном муниципалитете находится, а куратор из другого муниципалитета. Эти технологии мы отработали также уже с участниками прошлого года, и коллеги-кураторы согласились в этом году тоже работать с этими муниципалитетами. Итак, коллеги, сегодня у нас на уровне республики уже сформирована такая система условий сопровождения школ. Это вот 3 блока условий: организационные условия, куда включается четкое структурирование этапов. Вот Галина Владимировна вам дорожную карту продемонстрировала. Четкая регламентация задач на каждом этапе. Это мониторинг и это организация сетевого взаимодействия. Группу методических условий составляет консалтинговое сопровождение со стороны Республиканского института развития образования. Это, конечно, различные обучающие мероприятия, которые будут проводить и ФИОКа, как федеральный оператор проекта, так и будем проводить, конечно, мы на уровне республики. Все наши коллеги, все наши кафедры, все наши центры института будут включаться в эти мероприятия. Конечно, это возможности повышения квалификации, тоже о чем уже подчеркнула Галина Владимировна. И хотелось бы сказать о том, что вот в прошлом году не все школы, к сожалению, воспользовались той возможностью, которая была предоставлена по повышению квалификации. Но будем надеяться, что участники этого года будут более активны в этом процессе. И, конечно, у нас с вами есть возможности повышения квалификации будут и по федеральным государственным образовательным стандартам, по обновленным для учителей первых классов, пятых классов, которые будут переходить на эти стандарты в сентябре. И, конечно, мы организуем повышение квалификации по вопросам функциональной грамотности. И, кроме того, мы разрабатываем самые разные методические рекомендации по различным аспектам. Коллеги, если у вас есть какие-то определенные запросы, вы также можете к нам обратиться, и мы совместно с вами проработаем эти аспекты. Информационные условия сопровождения школ – это наша платформа «Мобильный методист». Далее я ее покажу. Это раздел на сайте института. Это наши с вами информационные сессии и те информационные рассылки, которые мы вам будем направлять. Уважаемые коллеги, мы сегодня вот подумали с нашей командой института и решили, что мы создадим для проекта 500+ отдельную электронную почту. Вот во вкладочке «Вопросы» вы можете увидеть адрес этой почты pr500@careero.ru. Сейчас мы ее в чат тоже продублируем. Коллеги, можете попробовать написать на эту почту, чтобы мы увидели, что связь у нас с вами работает. И вот здесь, коллеги, мне бы хотелось еще подчеркнуть один момент, когда мы собирали сведения об участниках проекта, когда мы собирали сведения о кураторах, не все предоставляют свой личный электронный адрес, а предоставляют электронный адрес организации. Как правило, на адрес организации поступает очень много различных сообщений, и иногда важные сообщения, к сожалению, уходят, да, в списке далеко, и вы можете не обратить на них внимания, вы можете их потерять. Поэтому, коллеги, желательно все-таки личный электронный адрес, на который вы будете получать сообщения, и, конечно, вы будете на них сразу реагировать настолько быстро, насколько это будет возможно. Участниками научно-методического сопровождения школ проекта выступают, прежде всего, конечно, это Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми. Сетевым координатором выступает Коми Республиканский институт развития образования. С нами в связке работают все муниципальные управления образования. Я приветствую всех муниципальных координаторов, кто сегодня присутствует и кто будет подключаться к нам, затем уже в режиме офлайн будет просматривать запись нашего семинара. Хочется отметить вот именно серьезную роль именно муниципальных координаторов в реализации, в успешной реализации мероприятий проекта. И, конечно, с нами работают школы-лидеры, кураторы из этих школ и школы-участники проекта.
А вот в окружении вы видите те организации, которые с нами активно сотрудничают, которые принимают участие в наших методических мероприятиях. И мы за это тоже их благодарим, за то партнерство, которое дает нам возможность совместно оказывать научно-методическое сопровождение всех школ, которые участвуют в проекте «Эффективная школа» и в проекте 500+. Вот еще раз, та самая организационная схема проекта, но теперь вы видите уже, да, в чем заключается роль каждого из участников данной схемы. Более подробно дальше мы с вами об этом поговорим. Итак, региональные органы исполнительной власти и органы местного самоуправления. Прежде всего, их роль заключается в том, чтобы привлекать ресурсы, в том числе кадровые ресурсы, административные, нормативные, материальные для поддержки школ, обеспечивать адресное направление на повышение квалификации, оказывать помощь в развитии инфраструктуры школ, разрабатывать и принимать необходимые нормативно-правовые акты. Но, к сожалению, Юлия Анатольевна уже ушла, да, поскольку действительно министерские дела очень важные и зовут ее. Но, тем не менее, мы уже приказ подготовили, проект приказа на подписи у министра, и в ближайшее время приказ о запуске проекта 500+ в 2022 году будет направлен непосредственно в ваши образовательные организации, будет направлен в муниципалитеты. В приказе будут обозначены все школы, закреплены школы-участники, в приказе будут закреплены все муниципальные координаторы и все кураторы школ. Так что в ближайшее время приказ ждите, основание для нашей с вами работы, оно уже существует. Региональные и муниципальные координаторы. Региональный координатор, в моем лице, да, мы осуществляем управление проектом в регионе, обеспечиваем участие представителей регионов ВКС, представителей Министерства просвещения, Рособорнадзора, ФИОКа по необходимости, контролируем эффективность работы в регионе по проекту, принимаем участие в еженедельных ВКС. Вот у нас каждый вторник в 10 часов ВКС с федеральным координатором и с экспертами. И потом, конечно, всю важную оперативную информацию мы до вас обязательно доводим. Мы проводим совещания с региональной командой, со школами, с кураторами школ и обеспечиваем мониторинг работы муниципальных координаторов и мониторинг работы кураторов. Кроме того, да, мы организуем взаимодействие и обмен информацией, причем у нас с вами будут использоваться различные платформы для этого. Это будет и платформа ФИС-ОКО, на которой вы непосредственно работаете, да, в рамках различных своих направлений деятельности, в том числе, например, по ВПР. Муниципальные координаторы у нас на этой платформе работали в рамках оценки муниципальных механизмов управления качеством образования. Да? И, кроме того, для нас с вами будет специальный сайт, с которым наверняка вы уже тоже начали работать в рамках анкетирования, информационная система мониторинга дорожных карт. И наша с вами важная задача, совместная задача – это составление регионального плана графика по проекту. Почему наша совместная задача? Потому что мы ждем от вас каких-то конкретных предложений, что бы вы хотели по тому методическому сопровождению, которое мы в этот план-график можем заложить. Конечно, у нас есть свои предложения, в которых вы должны будете принять участие в этих мероприятиях, но мы ждем и от вас каких-то запросов, каких-то ваших предложений. Муниципальные координаторы участвуют в разработке мер поддержки школ. В каждом муниципалитете у нас существует программа, муниципальная программа поддержки школ с низкими результатами. И как раз вот школы проекта 500+, они в эту муниципальную программу каждый год подтягиваются. Также муниципальные координаторы оказывают помощь в обеспечении инфраструктуры и ресурсов реализации проекта и осуществляют мониторинг хода реализации программ развития школ. Коллеги, Галина Владимировна говорила о том, что мы постоянно мониторим, да, ситуацию, которая у нас в республике происходит, особенно вот по достижению тех реперных контрольных точек, о которых мы говорили. И мы направляем регулярно информацию по выполнению этих контрольных точек, да, для того, чтобы и муниципальные координаторы видели, что и как у нас происходит, чтобы наши кураторы работали в едином режиме, и чтобы школы тоже видели, как они справляются с выполнением тех или иных контрольных точек. Очень велика роль куратора в проекте. Кураторы выступают как проводники новых идей для дальнейшего развития школы. И кураторы помогают школе осознать те проблемы, которые имеются. Да? Именно вот на основе рискового профиля школы куратор помогает школе выявить те проблемы, которые действительно существуют, анализируют те трудности, которые возникают, и помогают школам
реализовать планы по преодолению этих трудностей. Важно, чтобы куратор владел методикой адресной методической поддержки. Я сейчас обращаюсь прежде всего к тем коллегам, которые у нас впервые выступают в качестве кураторов. Таких у нас в этом году, всего у нас 26 кураторов на 29 школ, 12 из них работают с нами уже не первый год, значит 14 коллег, которые впервые у нас кураторами стали. С вами мы будем отдельно тоже осуществлять ваше погружение в проект. И здесь я, конечно, жду помощи от опытных коллег, от опытных кураторов, с тем, чтобы они поделились своими методиками работы со школами. И, конечно, очень важно, чтобы вот этой методикой адресной поддержки кураторы владели. Основная функция кураторов – это согласование и выполнение школой этапов, которые фиксируются в информационной системе мониторинга электронных дорожных карт. Да? То есть школы загружают в систему свои документы, куратор обязан эти документы изучить, представить свои рекомендации внутри этой информационной системы, что очень важно. Да? Мы в прошлом году не сразу поняли вот эту технологию, которую ФИОКа закладывала. Мы думали, что можно согласовать документы предварительно перед тем, как загружать их в систему, да, по телефону, либо по электронной почте куратор может со школой повзаимодействовать, да, либо при непосредственно личной встрече. Но, коллеги, очень важно, чтобы вот это взаимодействие, эти рекомендации, эти замечания были отражены именно в информационной системе мониторинга электронных дорожных карт. Да? То есть ФИОКа важно видеть, как непосредственно вы со школой работаете, какие именно рекомендации вы школе даете. И здесь вот важный момент – это все-таки найти возможность для посещения школы. После того, как будет проведено анкетирование школ, первый этап нашей с вами совместной деятельности, ФИОКа сформирует рисковые профили школ. И важно, вот, чтобы на этом этапе, да, когда школа получит свой рисковый профиль, куратор смог найти возможность школу посетить, посмотреть действительно, какая ситуация сложилась в школе на данный момент, и понять, что действительно соответствует, да, рисковому профилю школы, что является существенным риском, а что существенным риском не является, и, может быть, какие-то вот погрешности во время анкетирования, они привели к тому, что этот риск появился в рисковом профиле школы. Да? То есть для того, чтобы верифицировать рисковый профиль школы, важно, чтобы куратор все-таки в школе побывал. Постарайтесь эту возможность найти. Мы понимаем, да, что сейчас у нас сложная ситуация, сложная обстановка эпидемиологическая, но тем не менее, возможно, вы это сделаете. Хорошо бы, конечно, чтобы вот на первом этапе, на этапе верификации рисковых профилей. И, конечно, роль куратора заключается в том, чтобы поддерживать школу в процессе выбора направлений преодоления рисков, то есть тех направлений, по которым будет вестись работа, да, при подготовке концептуальных документов, при разработке концепции развития школы, при разработке среднесрочной программы. Здесь, конечно, помощь кураторов, она очень существенна и даже неоценима. Уже коллеги обращали внимание на то, на чем мы основываемся при отборе кураторов. И здесь вот мне бы хотелось сказать, что действительно у нас кураторы – это команда сильная, управленцы, которые прошли через различные конкурсы, через различные проекты. Да, у нас есть люди, которые уже не первый год участвуют в проекте поддержки школ с низкими результатами, начинали в проекте «Эффективная школа» в качестве школы лидеров, да, и руководителей тех команд, которые школу лидеры сопровождают. У нас с вами есть представители опорных школ, это у нас Усинск, да, это у нас Кайгородок в этом году подключается, Усть-Кулом активно тоже с нами взаимодействует. Конечно, это те коллеги, которые стали победителями либо призерами конкурса «Лучший директор школы». Такие тоже коллеги у нас с вами работают уже не первый год. То есть действительно опытная команда кураторов у нас подобралась. И я думаю, что коллеги тоже будут помогать тем кураторам, которые в нашей команде новые. А вот для того, чтобы мы подтвердили, что действительно мы с вами именно те люди, которые достойны быть кураторами, да, которые могут передавать уже свой опыт в сфере школьного управления, будет организовано анкетирование кураторов. Чуть позже я об этом тоже скажу. Предлагается вот такой общий алгоритм и задачи работы куратора.
Начинается все с участия в диагностике факторов риска учебной неуспешности в школе, с которой работает куратор. А затем идет анализ результатов диагностики. Куратор посещает школу, беседует с руководством, с коллективом. И далее уже идет непосредственно взаимодействие с школьной управленческой командой, консультирование руководства школы при формировании дорожной карты, при реализации мероприятий в рамках дорожной карты. И очень важно, да, это вот оценка качества и результативности мер, которые принимает школа на основании экспертизы документов и рабочих материалов проекта. И по итогам, да, это оценка качества и результативности принимаемых мер на основе экспертной оценки, которые кураторы делают в ходе посещения школы. Школа, в отношении которой реализуются меры поддержки, прежде всего, формирует и реализует концепцию среднесрочную программу развития школы и антирисковую программу по реализации предусмотренных мер. На основании этих концептуальных документов формируются внутришкольные механизмы, которые позволяют школе преодолевать факторы риска и проблемные зоны. Конечно, очень важно, чтобы весь коллектив вашей образовательной организации включился в совместную деятельность по преодолению рисков. Коллеги, Галина Владимировна и Юлия Анатольевна особое внимание уделили вот именно тем механизмам, по которым школы отбирались, да, почему вы попали в этот список. Очень важно, что в этом году ФИОКа определила нам соотношение между школами, которые мы включили в проект, по уровню их успеваемости. Да? То есть если в прошлом году мы включили в проект преимущественно слабо успевающие школы, конечно, коллеги, мы с вами понимаем, да, что в течение одного года достичь каких-то существенных изменений, ну, это просто нереально. Да? Должен пройти более серьезный промежуток времени, чтобы каких-то результатов мы с вами могли продемонстрировать. Поэтому рекомендуется включать в проект те школы, которые уже на будущий год смогут стать школами, которые будут уже демонстрировать свой опыт, передавать его другим школам. Коллеги, вот в прошлом году у нас было 25 школ, в этом году некоторые из них выступают уже в качестве тех школ, из которых представлены новые кураторы. Да? То есть это люди, которые прошли непосредственно через весь этот проект, через формирование всех концептуальных документов и которые уже свой опыт могут передать другим школьным командам. Очень важно, что мы с вами организуем сотрудничество всех участников проекта. Да? И вот здесь очень важная функция заключается в руках Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми. Да? То есть мы должны обратить особое внимание на обеспечение объективной оценки всех факторов, которые влияют на работу каждой школы. Проведение разъяснительной работы с органами местного самоуправления по актуальности данного направления. Создание атмосферы конструктивного диалога между участниками проекта. Обеспечение оперативности в рассмотрении проблем, которые в ходе проекта возникают. Большое подспорье нам предоставляет наш федеральный оператор ФИОКа в виде вот этой платформы информационной системы мониторинга электронных дорожных карт. Коллеги, которые участвовали в прошлом году в проекте, кураторы, они могут сказать о том, что действительно, да, вот эта вот система, она позволяет нам выстраивать всю технологию достаточно прозрачно. Да? И мы видим, какие документы школа прикрепила. Здесь же представлен чат, в котором идет обсуждение, да, вот, рекомендации, которые дают кураторы, все это здесь отражается. И федеральный оператор все это видит, все это фиксирует в тех самых мониторинговых вовлеченности, о которых рассказывала Галина Владимировна. Поэтому очень важно, чтобы мы всю работу в этой системе в указанные сроки сформировали. Региональный координатор, да, в моем лице, через эту систему взаимодействует с федеральным оператором. Федеральный оператор направляет мне какие-то материалы, я передаю их вам. И, конечно, контроль эффективности, заполнение ФИСОКа – все это наша функция. Муниципальные координаторы оказывают помощь в разработке мер поддержки школ и также ведут мониторинг хода реализации программ развития. И кураторы и школы, да, непосредственно здесь размещают свои документы. Кураторы эти документы подтверждают. Вот следующий слайд, он больше предназначен, наверное, для муниципальных координаторов. Что делать тем школам, которые участвовали в проекте в 2021 году, ну и как бы свою активную стадию участия в проекте уже завершили, да, поскольку 2 мониторинга они прошли, подтверждающие документы они прикрепили по своим программам развития и по антирисковым программам. Что им делать? Ну, во-первых, конечно,
участвовать совместно с нами в сопровождении школ по новой среднесрочной программе развития на 2022 год. То есть продолжать продвижение по подготовленным программам, по подготовленным концепциям развития этим школам. И для этого определить, какие шаги необходимо в этом году предпринять для того, чтобы новые цели были достигнуты, и продолжать использовать ту логику подготовки среднесрочной программы развития, которая в методике проекта заложена. Конечно, уважаемые коллеги, в муниципалитетах необходимо осуществлять дальнейший мониторинг предложенных школами планов действий, да, поскольку вот на 2021 год они отчитались, но планы-то у них долгосрочные, да, и необходимо, чтобы они эти планы действий в жизнь воплощали. Важно уделять этим школам внимание, важно мониторить прохождение этими школами всех этапов наблюдения. То есть, коллеги, это задача уже муниципального уровня в этом году. Очень важно, вот о чем тоже говорила Галина Владимировна, партнерство, взаимодействие. Да, то есть вот всех участников 2021 года, особенно тех, кто показал хорошие результаты, мы будем привлекать к обмену опытом на уровне региона в вопросах развития профессионального взаимодействия между участниками проекта и к трансляции успешного опыта на уровне региона и, возможно, даже на федеральном. То есть важно показать, что результатов проекта мы можем достичь только при условии вовлеченности школ-участников в сам проект. И вот здесь, коллеги, я знаю, что с нами сегодня присутствуют некоторые школы-участники проекта 2021 года, кураторы, которые в 2021 году работали. Если вы найдете возможность написать несколько напутственных слов в чате нашим школам-участникам проекта 2022 года, мы будем вам благодарны, и школы, я думаю, тоже будут вам за это благодарны. И, конечно, мы с вами вместе будем информировать участников проекта о тех мероприятиях, которые проводятся в 2022 году, да, и все школы 2021 года будут также привлекаться к участию не только в качестве зрителей, но и в качестве спикеров. Основным нашим информационным порталом для взаимодействия выступает платформа, которая является интерактивной площадкой проекта «Эффективная школа 500+». Здесь мы разместим в ближайшее время команды проекта 2022 года и призываем школы затем разместить свои визитные карточки на данной платформе в соответствующем разделе, в разделе «Школа». Для каждой школы будет предоставлена своя страничка. Коллеги, вот таким образом мы будем выстраивать наше с вами взаимодействие. Если какие-то вопросы по взаимодействию у вас есть, вы можете в чате их обозначить, либо во вкладочке «Вопросы». А далее мы с вами перейдем к вопросу, связанному с анкетированием организации участников проекта и кураторов. Уважаемые коллеги, пожалуйста, школы-участники, обозначьте в чате, получили ли вы материалы по организации анкетирования. Угу. Так, коллеги, если кто-то не получил, пожалуйста, в чате либо во вкладочке «Вопрос» обозначьте, мы вам направим. Так, хорошо, плюсики вижу. Так, Цилимская школа не получила. Угу. Так, коллеги, хорошо. Мы себе отметим. Угу. Так, коллеги, пожалуйста, это для школ, не для кураторов, а именно для школ анкетирования. Так, Ясновская школа, уже анкетирование проходит. Коллеги, вот следующий вопрос я как раз хотела задать. Сергей Александрович нас уже опередил. Кто уже скачал свои логины и пароли и начал организацию анкетирования? Угу. Так, замечательно, коллеги. Поэтому та информация, которая дальше у нас будет представлена, она, наверное, уж тогда не для всех будет сильно актуальной, но тем не менее, еще раз мы все это с вами обозначим. Итак, коллеги, сроки проведения опроса с 18 января до 4 февраля. Вот это себе, пожалуйста, зафиксируйте. Насколько мы знаем, да, у нас там в письме техническая неточность произошла, и сроки у нас исчезли. С 18 января по 4 февраля. То есть все участники анкетирования, и руководитель школы, и учителя, и обучающиеся 6-9 классов, и родители обучающихся 6-9 классов должны завершить анкетирование до 4 февраля. 4 февраля, последний день, до 12 часов дня, анкеты потом закрываются, и дальше будет невозможно.
проходить анкетирование. Коллеги, вот как Галина Владимировна уже заостряла внимание на том, что 100% школ должны анкетирование пройти. Цель анкетирования – это сбор сведений об образовательной ситуации в школе, которая включена в список участников проекта. Вот очень важно, да, что вот те данные, которые будут получены в ходе анкетирования, они лягут в основу вашего рискового профиля. Да, поэтому важно анкетирование провести с учетом всех необходимых требований. Анкету руководителя заполняет директор школы, либо в каких-то случаях, да, когда вдруг этого невозможно сделать, отвечает заместитель директора. То есть от образовательной организации только одна анкета руководителя заполняется. Я думаю, что это понятно. И вот здесь представлен вид логина, да, который должен быть. То есть здесь вы используете логин, с которым вы входите в ФИС-ОКО, например, в раздел ВПР. Далее важный момент, коллеги, это анкетирование учителей. В анкетировании принимают участие учителя-предметники, которые преподают обучающихся основной школы. Да? То есть начальную школу не берем, старшую школу не берем. То есть 5-9 классы. Обратите внимание, есть количественные требования. Не менее 3/4 педагогического коллектива школы должны анкетирование пройти. Но при этом, да, еще и требования к стажу работы учителя. То есть не менее 1 года учитель должен проработать именно в этой школе, да, потому что там вопросы, которые касаются ситуации, сложившейся в данной школе, да, потому что рисковый профиль конкретной школы создается. Поэтому если учитель у вас работает только с сентября, то, ну, наверное, нет смысла ему анкетирование проходить. Только в крайнем случае, если 3/4 вы не набираете. Если больше 50 учителей в школе, да, то мы отдаем приоритет учителям, которые на полную ставку работают, которые преподают у 9 классов и которые работают с ребятами, которые будут сдавать ЕГЭ. Соответствующий вид логина здесь представлен. Далее мы с вами должны обязательно организовать анкетирование обучающихся 6 классов и 9 классов. Ну, Сергей Александрович, да, вы можете, конечно, включить всех учителей. Я думаю, что это тоже будет объективная оценка для вашей школы, да, и для составления рискового профиля школы. Так, для обучающихся. Коллеги, обратите внимание, да, 6 классы и 9 классы участвуют. По технологии, смотрите, есть рекомендации, что анкеты желательно заполнять в школе на компьютерах. Но при этом ребята должны работать самостоятельно. То есть мы не должны им подсказывать, мы не должны создавать возможность подсказок со стороны одноклассников. Ну, если вдруг ребенок болеет, да, например, отсутствует в школе еще по какой-то другой уважительной причине, то возможно предоставить ему возможность такую заполнять анкету дома. То есть все обучающиеся 6 и 9 классов должны анкетирование пройти не менее 3/4 обучающихся 6 и 9 классов. Чем больше, тем лучше. То есть если в параллели 6 классов 100 обучающихся, то не меньше, чем 75 должны принять участие в анкетировании. То есть, возможно, кто-то болеет, и дома у него нет компьютера, он не может это анкетирование пройти, тогда вот им можно дать такую возможность не участвовать. Если ваша школа большая, а у нас есть и такие школы, участники проекта в этом году, если более 100 обучающихся в параллели, то производится случайный отбор участников. И вот как это сделать, в инструкции тоже все представлено, инструкцию я вам тоже всем направляла, и здесь тоже на слайде эти инструкции представлены. Ну, самое, наверное, сложное, как показывает практика прошлого года, это организовать анкетирование родителей. Я думаю, что коллеги-участники прошлого года это подтвердят. Важно, чтобы на вопрос анкет ответили родители обучающихся 6 и 9 классов, да, то есть тех детей, которые в диагностике у нас участвуют для 6 и 9 классов. Если вдруг, да, есть в семье дети 6-классники и 9-классники, то анкета заполняется на ребенка, который в 9 классе обучается. То есть от семьи только одна анкета идет, независимо от количества детей. Логины и пароли можно на родительском собрании раздать, либо через электронную систему школы, через электронную почту, посредством мессенджеров и так далее, как у вас это принято. И также обратите внимание, да, количественные показатели, не менее 3/4 родителей, обучающихся 6 и 9 классов, должны участие в анкетировании принять. Тоже очень важный момент, обратите, пожалуйста, на это внимание, потому что
вот именно мнение родителей, мнение обучающихся о тех или иных процессах, которые в школе происходят, они позволят сформировать объективный, достоверный рисковый профиль школы. Иногда бывает так, что, вот как показывает практика 2021 года, а проект 500+, он уже в 2020 году был запущен, но в 2020 году наш регион не участвовал. Практика показывает, что если анкетирование прошло некачественно, школа получает рисковый профиль, с которым она потом не согласна. Почему не согласна? А потому что как раз вот были допущены ошибки либо при организации анкетирования, да, либо не все требования по количеству участников анкетирования были соблюдены. Поэтому, коллеги, пожалуйста, обратите на это особое внимание. Участникам анкетирования гарантируется конфиденциальность их персональных данных. Тут тоже многое и от вас зависит, да? Конфиденциальных ответов на вопросы и итоговых результатов. Обрабатывает анкеты ФИОКа. Обработка будет проходить в обобщенном виде, и конкретно участники опроса, они будут в анонимном виде представлены для обработки. Будут учитываться только анкеты с соответствующим логином. Да? Поэтому если директор заполняет анкету руководителя и учителя, то нужно 2 логина использовать. Да? Логин для руководителя и логин для учителя. Если учитель также родитель, то тоже надо 2 соответствующих логина использовать. Коллеги, обратите внимание, что нужно дать ответы на все вопросы. Если вы даже на один вопрос не ответили, то анкета будет фиксироваться со статусом в работе и обработана не будет. У нас были такие ситуации в прошлом году. Да? В школах вели свою статистику по участию в анкетировании, отражалось у них там, допустим, 90 человек, а федеральный оператор нам высылает статистику 70 человек. Почему меньше? А потому что кто-то не завершил анкету, она у них до сих пор в работе висит, и, соответственно, она не учитывается федеральным оператором. И очень важно, да, нажать в конце кнопку «Отправить анкету». Лучше, конечно, за один раз анкету заполнить, пройти и кнопочку «Отправить» нажать. Хотя вот, есть возможность заполнять анкету в удобное время и при необходимости возвращаться к ее заполнению до того, как кнопка нажата. Лучше, конечно, за один раз это делать. Коллеги, есть ли вопросы по организации анкетирования школ участников проекта? Можете их написать либо во вкладке «Вопросы», либо в чате. Коллеги, нам федеральный оператор будет, наверное, с периодичностью раз в неделю делать выгрузку по участникам. Вот я думаю, что в понедельник мы такую выгрузку получим за неделю, которая прошла по анкетированию. И, наверное, мы от вас тоже будем собирать вот ту информацию статистическую по количеству участников, да, чтобы сопоставить, насколько мы с вами идем в корреляции с статистикой федерального оператора. Поэтому, пожалуйста, будьте готовы к нашим запросам. И у себя эту статистику ведите. То есть сколько у вас учителей приняло участие по 6 классам, по 9 классам, сколько обучающихся приняло участие по 6 классам, по 9 классам и по родителям. Статистику, пожалуйста, ведите. Мы ее в ближайшее время запросим на следующей неделе. Так, ну, теперь, коллеги, несколько моментов по анкетированию кураторов. Сроки проведения анкетирования для кураторов установлены с 24 января по 1 февраля. Коллеги, кураторы, пожалуйста, обозначьте в чате, получили ли вы от меня информацию по анкетированию кураторов. Коллеги, кураторы, получили ли информацию по анкетированию? Угу. Так, кто-то получил, кто-то не получил. Коллеги, пожалуйста, проверьте свой почтовый ящик. Сегодня были выгружены в личном кабинете в моем, как регионального оператора, логины и пароли. В ближайшее время я вам направлю. У каждого будет свой логин и пароль. Коллеги, вот видите, очень важно, да, чтобы именно личная почта у меня была, чтобы вы получили информацию от меня лично. Угу. Вот кто у нас участвовал в прошлом году, получили все, да? Коллеги, кто в этом году, пока еще не все. Хотя вот есть и те, кто получил. То есть рассылочка была, но без логинов и паролей, пока общая информация была направлена. То есть с логинами и паролями я каждому лично письмо направлю. Анкета 30 вопросов.
Ссылка на анкетирование здесь представлена, то есть каждому надо будет зайти на сайт, ввести свой логин и пароль. На каждый вопрос только один вариант ответа нужно будет выбрать. Ограничений по времени опять же нет, но лучше сразу за один раз всю анкету заполнить. И также, коллеги, как только вы анкету заполните, мне, пожалуйста, сообщите об этом, да, чтобы я в своей статистике отметила, что вы анкетирование прошли. Так, ну вот таким образом, коллеги, мы с вами основные вопросы, которые на сегодня были запланированы, рассмотрели. Есть ли у вас вопросы по нашему сегодняшнему содержанию? Уважаемые коллеги, может быть, действительно кураторы прошлого года какие-то напутствия в чате напишут. К сожалению, у нас Александр Михайлович отошел. Хотели мы запустить видеоролик, который нам один из кураторов предоставил. Я думаю, что получится у нас это сделать. Так, коллеги. Вопросы, пожелания? Да, вот Нина Александровна, спасибо вам за добрые слова. То есть желаем всем успехов в реализации проекта. Нина Александровна с нами 2-й год работает уже, с другим муниципалитетом, не со своим, помогает коллегам. Спасибо вам. Коллеги, мы с вами будем вот все насущные вопросы также подробно, пошагово рассматривать, чтобы вам было понятно, как работать с документами. Да, успешной нам всем работы в рамках проекта. Всем спасибо. Презентации будут размещены вот по той же ссылочке, по которой вы заходили на наше сегодняшнее мероприятие. Также будет в новостях продублирована информация о сегодняшнем мероприятии. Так, кто-то пишет, что не получил анкеты. Анкеты мы сами не рассылали, мы рассылали инструкцию по анкетированию. Укажите, пожалуйста, вы кем являетесь, какая школа? Кто не получил. Так, ну вот вопросов немного у нас сыпется, в основном благодарности и пожелания успешного взаимодействия. Александр Михайлович мне нужен. Что сделать? Мы хотели видеоролик запустить. Я не знаю, получится ли у нас это сделать. Вот, наверное, вот 500+, наверное, это он. Но я не знаю, получится ли у нас со звуком запустить его. Вот 500+, скорее всего, да. Коллеги, мы запускаем видеоролик. Здравствуйте, дорогие коллеги. Я Юранева Людмила Григорьевна. Пожалуйста, обозначьте в чате, слышно ли. В научно-методической работе Выльгородской средней школы номер 1. Я являлась в 2021 году куратором проекта 500+, и школой-участником являлась Палевицкая средняя школа. Начинается новый год, а с ним и чистый лист. Начало мероприятий в рамках проекта 500+. У нас все получилось. Мы завершили проект с неплохими результатами. Мы хотим отблагодарить КИОКа, КРИРО за поддержку, помощь, за многочисленные вебинары, на которых мы обучались, повышали свою профессиональную компетентность. У нас все получилось потому, что мы организовали совместную практику куратора, муниципального координатора, которым являлась Зезигова Нина Валентиновна, администрации Палевицкой школы и куратором школы. Огромное спасибо куратору школы Котовой Ольге Николаевне.
Огромная благодарность всем участникам проекта за огромную проделанную работу. Спасибо большое. Мы желаем вам дальнейших успехов в реализации проекта 500+. Коллеги, это было приветствие от одного из кураторов проекта, Людмила Григорьевна Юранева. Она в этом году работает как раз Сергей Александрович с вашей школы, с Ясниковской средней общеобразовательной школой. А та школа, с которой Людмила Григорьевна в команде работала в 2021 году, Палевицкая школа, в лице Ольги Николаевны Котовой, в этом году тоже у нас выступает уже в качестве куратора для Часовской средней общеобразовательной школы, Сыктывдинский район. Коллеги, вот такие дружеские связи, да, партнерские связи, они, конечно, дают нам возможность выстраивать эффективное командное взаимодействие и дают возможность обмениваться теми практиками, теми наработками, которые в данный момент уже существуют в нашей республике. Мы желаем вам всем, чтобы в рамках проекта в 2022 году также были установлены партнерские связи, чтобы они не терялись, чтобы вы продолжали со своими кураторами взаимодействовать и дальше. Коллеги, всем желаем успешной работы. Ну, а сейчас, коллеги, мы надеемся, что с анкетированием у нас никаких проблем не возникнет. Кто не получил письмо про анкетирование, пожалуйста, еще раз в чате можете написать. Укажите, кто вы, ваша роль, да, из какой образовательной организации, и я вам продублирую письма. Можете свой личный адрес указать, на который надо будет нам выслать. Коллеги, на этом мы нашу работу завершаем. Еще раз напоминаю, да, что видеозаписи и презентации будут размещены там, где вы работаете, в том же окошке в видеозале, и в рамках наших новостей на сайте тоже информация будет размещена, а далее мы ее продублируем на нашей платформе «Мобильный методист». Всем спасибо, всем удачи!